Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Совет Безопасности ООН осудил обстрел автобуса под Донецком и призвал к расследованию инцидента. США готовы предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии при условии проведения реформ. Аль-Каида в Йемене взяла ответственность за атаку на Шарли Эбдо. Передаем слово Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Боевики и Киев обвиняют друг друга в обстреле пассажирского автобуса под Донецком, в результате которого погибли 12 мирных жителей. Сегодня в Донецкой области день траура. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что готов подписать указ о начале новой волны мобилизации. В ночь на среду возле населенного пункта Волноваха под Донецком, где снаряд попал в рейсовый автобус, продолжали работать люди в военной форме. В результате обстрела погибли, по последним данным, 12 мирных жителей, еще 17 остаются в больницах. По словам очевидцев, снаряд прилетел со стороны Докучаевска. Киев возложил вину за обстрел на сепаратистов, однако они утверждают, что автобус находился вне зоны досягаемости их техники. По словам ополченцев, в гибели мирных жителей виноваты военные. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что готов подписать указ об очередной волне мобилизации в ответ на обстрел автобуса. Я уверен, что украинский народ поддержит это решение, и мобилизация будет проведена успешно, говорит Петр Порошенко. В связи с террористической атакой мы должны ограничить возможность перехода людей через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса. При этом Порошенко заявил, что остается сторонником мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и будет придерживаться минских договоренностей. Совет Безопасности ООН осудил обстрел автобуса возле Волновахи и призвал провести объективное и справедливое расследование инцидента. Представители ОБСЕ на Украине призвали стороны конфликта воздержаться от поспешных действий. По их словам, обстановка в Донбассе в последние дни резко ухудшилась. В частности, возобновились обстрелы в районе аэропорта Донецка. Что касается мобилизации, волонтеры в зоне АТО и местные жители неоднократно рассказывали нашим корреспондентам о нехватке обмундирования для солдат украинской армии. Чтобы оценить ситуацию, мы связались с гражданским активистом из Киева, который регулярно доставляет гуманитарную помощь в расположение украинских войск, Алексеем Мочановым. Проблема, по его словам, в том, что украинская армия до сих пор живет по советским нормам. Возможность прокормить армию без гуманитарной помощи есть. Проблема одеть призывника. В сегодняшний день, к сожалению, украинская армия живет по нормам, которые были еще при Советском Союзе. В этих нормах ни тактических перчаток, ни тактических очков, ни наколенников, ни налокотников, ни термобеля нет. Там есть просто верх, низ, сапоги и автомат. Все это выдаются там старые еще советские патроны, поэтому надо менять нормы, надо менять подходы, но сейчас речь не идет о том, чтобы в результате этой войны завтра все поменялось к лучшему. Важно понять, какие люди приходят на позиции в Министерстве обороны, в Совете национальной обороны и безопасности. Возвращаясь из командировок из Донбасса, наши корреспонденты сообщают, если бы не волонтеры, местные жители испытывали бы еще более острую нехватку продуктов питания. Кроме дефицита еды, у многих людей нет денег, даже элементарные вещи купить не за что. Социальные выплаты на Донбассе заморозили, Киев опасается, в условиях боевых действий деньги до адресатов могут просто не дойти. В Донецке сегодня длинные очереди за гуманитарной помощью. Это кадры с одного из пунктов раздачи продуктов питания на Ленинском проспекте. Всего по городу таких пунктов 13. В них имеют право обращаться малоимущие граждане, матери-одиночки и пенсионеры. На фоне обострения ситуации в зоне АТО на второй план ушла проблема Крыма. И вот буквально только что с полуострова вернулся наш корреспондент Петр Шоломовский. Шахиди Якуб, он рассказал о том, как изменился Крым после отмены транспортного сообщения между полуостровом и остальной Украиной. Сейчас это очень сложно, потому что поезда все ходят до места, которое раньше, я, честно говоря, даже не знал, что оно есть. Такое то ли деревня, то ли поселок, называется Новоалексеевка. И раньше там, мне кажется, 2 минуты поезд останавливался или вообще не останавливался. А теперь у нас скорый поезд Киев-Новоалексеевка, который всех желающих попасть в Крым с украинской стороны довозит до этой Новоалексеевки. А дальше начинаются перекладные маршрутки, автобусы, можно взять такси до границы. От границы можно идти пешком через украинскую таможню до русской таможни. Долго идти? 3 километра. Можно сесть на автобус
10 рублей российскими деньгами автобус ездит как шаттл работает. Да, но подобрались вы на перекладных до Крыма. И что вы увидели? То, что мы в новостях слышим о том, что там блокада, что с продуктами перебои, что очень многие люди недовольны тем, что перекрыто транспортное сообщение с Киевом и невозможно съездить к родственникам. Действительно, многие люди недовольны. То есть именно вот это транспортные неудобства, они серьезно осложняют жизнь тех людей, которым нужно периодически ездить на Большую Землю в Украину или, там, может быть, даже в Россию, потому что там тоже не все просто. Вот вы поехали не совсем в туристический сезон в Крым, а были там какие-то туристы? В нашем отеле в Симферополе мне сказали, что дела идут даже лучше, чем в прошлом году, потому что очень много командировочных. Это кого имеется в виду? Командировочных. Вот различные люди из России, там это либо бизнес, как я понимаю, либо спецслужбы, которые приезжают и свои вот дела командировочные делают в Крыму. Этот поток, он увеличился. И поэтому гостиницы в Симферополе, да, в котором раньше никому вообще даром не нужно было оставаться в этом Симферополе, все проезжали на Южный берег. То сейчас в Симферополе определенный наплыв. По моему ощущению, очень многие именно санатории, вот эти вот частные отельчики, как это все было у нас в Крыму принято, они все забиты различного рода полувоенными товарищами, которые либо принимали участие в боевых действиях на Донбассе, либо каким-то образом их курировали, либо курируют, либо вот это вот все вот такое вот очень странное, оно там присутствует. То есть из востока Украины, то есть из непризнанной ДНР тоже были люди. Это известная история, что туда ездят на лечение, туда ездят на отдых бойцы из ДНР, и всем, кому нужно там отлежаться, пересидеть, они все ездят в Крым. Украинцев польского происхождения эвакуировали из Донбасса. 178 этнических поляков 5 польскими самолетами из аэропорта Харькова отправили на родину предков. Вывезли жителей Северодонецка, Луганской области и Волноваха-Донецкой области. Через полгода большинство эвакуированных планируется вернуть в Украину. Ну а пока для людей главное сохранить свои жизни и жизни близких. Нормальная жизнь разрушена. Банки не работают, люди работают просто так, без денег. Те, которые особенно, я в бюджетной сфере работала. Вот у нас в школе сказали, что нынешнее правительство обещает привозить кашу бесплатную для учителей. Вот так вот за миску похлебки можно и типа прожить. Тем временем Минобороны России в этом году планирует наращивать боевое присутствие в Калининградской области, сообщает Рейтер. Командование сил НАТО в Европе также заявило о возможном расширении программы военных учений в Прибалтике. НАТО рассматривает возможность расширить программу военных учений в районе Балтийского моря в ответ на возросшее в декабре число военных маневров России. Об этом во вторник заявил командующий европейскими силами Альянса генерал Филипп Бридлов. Наша программа учений будет несколько адаптирована, говорит генерал. Первая серия изменений не коснется увеличения численности войск. Однако она сгруппирует их, чтобы учения стали более масштабными, объединенными и сложными. Россия также намерена увеличить военное присутствие в Прибалтике. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил о разработке нового плана обороны страны, согласно которому основные усилия военного ведомства будут сосредоточены на наращивании боевого состава в Калининградской области, а также в Крыму и Арктике. Кроме того, в этом году российской армии будет поставлено современное вооружение, в том числе 2 новых ракетных комплекса «Искандер-М», 126 самолетов, 88 вертолетов, 2 многоцелевые подводные лодки и 5 боевых кораблей, заявил Шойгу. В конце декабря Владимир Путин утвердил новую редакцию военной доктрины России. Главной угрозой государства, согласно документу, остается НАТО. США внимательно следят за развитием событий в Украине и Восточной Европе в целом. Вслед за Германией, которая решила, напомню, оказать финансовую помощь Киеву в 500 миллиарда евро, о помощи деньгами заговорили и в Вашингтоне. Коллеги, ждем подробностей. Вашингтон готов предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере $2 миллиардов в 2015 году. Об этом заявило Министерство финансов США. Вот как прокомментировал это пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
Администрация готова предоставить дополнительные гарантии по кредитам народу Украины. Мы говорили о вызовах, стоящих перед украинской экономикой, и президент полагает, что сейчас подходящее время для того, чтобы продемонстрировать поддержку народу Украины, который противостоит этим трудным вызовам. Очевидно, что предоставление украинскому народу дополнительных гарантий по кредитам потребует действий Конгресса. И мы слышали очень четкие заявления от демократов и республиканцев о том, как важна поддержка Соединенными Штатами украинского народа в тот момент, когда он противостоит угрозе со стороны соседей в России. В американской администрации подчеркнули при этом, что условием предоставления помощи является проведение в Украине реформ. Комментарий в программе «Настоящее время» дал украинский экономист Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Это колоссальная проблема, и я понимаю, что здесь основная подвижка будет идти через реформу дерегуляции и через реформирование сектора системы государственных закупок. Речь идет по поводу того, что, насколько я понимаю, должна быть изменена логика вообще государственных закупок. То есть государственные закупки более не будут рассматриваться как возможность стимулирования украинских товаропроизводителей, а как возможность уже экономии денег налогоплательщиков. Вот почему так важно увеличить уровень конкуренции в государственных закупках, вплоть до того, чтобы открыть этот рынок для иностранцев. То есть любая сэкономленная гривна, она все-таки должна будет давать эффект. И есть ожидание того, что вот как раз вот эта массированная коррупция, которая там сосредоточена в госзакупках, она все-таки будет, по крайней мере, минимизирована, если не совсем уйдет. По оценкам Международного фонда Блейзера, в 2015 году Украине потребуется порядка 25 миллиардов долларов внешнего финансирования. В рамках программ Международного валютного фонда Украина может рассчитывать в 2015 году на получение 12 миллиардов. Германия и Евросоюз пообещали Украине кредитные гарантии на сумму свыше 2 миллиардов евро. Аль-Каида в Йемене взяла на себя ответственность за атаку на французский сатирический журнал «Шарли Эбдо», в результате которой погибли 12 человек. Видео, появившемся в социальных сетях поздно вечером во вторник, лидер Аль-Каиды в Йемене Насер бен Али Аль-Анси взял на себя ответственность за теракт в парижском офисе французской сатирической газеты «Шарли Эбдо». Главный идеолог йеменского отделения Аль-Каиды также заявил, что верхушка организации выбрала цель, спланировала теракт и профинансировала операцию. «Шарли Эбдо» вышел сегодня в печать впервые после теракта в редакции. Журнал уже полностью раскупили, а некоторые даже поторопились выставить на продажу на интернет-аукционе eBay. На обложке карикатура с изображением плачущего пророка Мухаммеда, который держит плакат с надписью «Я Шарли». Описывая свои чувства после завершения работы над новой карикатурой для журнала «Шарли Эбдо» с плачущим Мухаммедом, Ренальд Лузье заплакал сам. Я посмотрел на него, и он плачет. Тогда я написал сверху «Все прощено» и начал плакать сам. Это была обложка. Частые сатирические изображения Мухаммеда, которые появлялись в «Шарли Эбдо», возмутили двух вооруженных исламистов, которые на прошлой неделе ворвались в редакцию издания и убили 12 человек, включая 5 карикатуристов. Результатом нападения явилась мощная поддержка журнала, проявлением которой стали марши солидарности во всем мире и хэштег «Я Шарли». Многие рассматривают эти карикатуры как символ свободы слова, но проблема не столь проста для мусульман, которые считают, что изображать их пророка нельзя, говорит представитель Совета по американо-исламским отношениям Зайнаб Чодри. Для нас это очень тревожно. Ясно, что теперь это уже не столько проблема свободы слова, сколько, особенно для СМИ, проблема, что если мы не опубликуем эти карикатуры, это значит, что мы позволяем террористам победить. В 2006 году в ряде мусульманских стран произошли кровавые беспорядки после того, как датская газета опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, говорит бывший законодатель издания Насер Хадер. Выступать против этих карикатур – это нормально, но использовать насилие – это ненормально. Таково было мое мнение тогда и таково оно сейчас. Если вам не нравятся эти карикатуры, не смотрите на них. Эти споры не остановили журналистов «Шарли Эбдо», которые переживают новую волну глобальной популярности. Журнал с тиражом 60 тысяч экземпляров на этой неделе напечатан в 3 миллионах копиях. Дешевеющая нефть тянет за собой российский рубль. Подробности у коллег в Праге.
Да, обвал цен на топливо заставил российское правительство распечатать резервный фонд. Готово продать валюту на 500 миллиардов рублей. Это около 8 миллиардов долларов. Впрочем, Россию это не спасет. Впереди масштабный банковский кризис и уже сегодня снижение суверенного рейтинга. Такие заявления звучат на Гайдаровском форуме в Москве. Александр Касаткин подробнее. Вот что сказал глава Сбербанка России Герман Греф на прошедшем сегодня в Москве Гайдаровском форуме по поводу использования резервных фондов для стабилизации ситуации. Если тратить экономно, то, собственно говоря, при текущих уровнях цен можно потратить все фонды примерно за 1,5-2 года. На текущей неделе рынок ждет пересмотра российского суверенного рейтинга агентством Standard & Poor's. А министр экономического развития России Алексей Улюкаев назвал высокой вероятность снижения рейтинга до мусорного. Переход от инвестиционного рейтинга к мусорному означает, что агентство говорит, с этой стороной работать на цивилизованных условиях нельзя, любые инвестиции рискованные. Для экономики страны это и ухудшение условий обслуживания госдолга, и сильный удар по крупным российским компаниям. Пока нефть продолжает дешеветь. Ее цена сегодня составляла около $47,5 за баррель. В кулуарах Гайдаровского форума Герман Греф сказал, что возможен масштабнейший банковский кризис при такой среднегодовой цене на нефть. Что ждет бюджет России с нынешними нефтяными ценами? Во-первых, надо напомнить, что изначально бюджет формировался на основе цен за баррель где-то $96. Вот те огромные средства, которые Россия получила за 15 лет, они были потрачены на, скорее всего, не на диверсификацию экономики, они были профуканы, я бы так сказал. Михаил, скажите, какие действия может предпринять правительство России для того, чтобы спасти или поддержать категории граждан, которые напрямую зависят от бюджета? Пока мы видели, что правительство провозгласило некие защищенные статьи бюджета, это расходы на оборону, но, судя по всему, на наведение военных действий, в том числе на территории Украины. Это расходы на правоохранительные органы, на поддержание тех лиц, которые задействованы вот в этих организациях. А что касается бюджетников, науки, здравоохранения, культуры и образования, но здесь, судя по всему, придется затянуть ремни, и финансирование этих направлений будет сокращаться. На прошедшем сегодня форуме министр экономического развития России Алексей Улюкаев призвал россиян не думать о нефти и кризисах. В кризисной ситуации самое главное – это сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье и больше всего думать о собственном здоровье, о здоровье своих близких. Александр Касаткин. Настоящее время. В условиях падения российского белорусский рубль также обесценивается. Чего ожидают минчане дальше? Наш корреспондент провел опрос. Наша страна сильно зависима от остальных, не особо большая, и только сама, думаю, не вытянет. Нужна поддержка других стран в сотрудничестве. Помощи ждать неоткуда. Мы сами немного виноваты в этом, видимо. Как мы, народ, и как правительство наверняка. Но пока не знаю, что будет точно. Курс доллара будет повышаться, а что будет с белорусским рублем, непонятно. Вполне можно покупать белорусский товар, и тогда наш белорусский рубль будет крепкой валютой. Что касается Киева, независимо от возможных переговоров политиков, давить на экономику Украины будут боевые действия на Донбассе, как следствие падения промышленного производства, снижения доходов населения и уровня иностранных инвестиций. Мнение киевлян. Экономика слабая. Экспортировать ничего не экспортируем, ничего не производим. Война берет очень большой убыток из нашей страны. То есть все тратится на войну, полностью все. Я просто с ужасом задумываюсь, как выживают наши родители, пенсионеры, бабушки, дедушки. Знаете, как-то оптимистически смотрю на все эти вещи и надеюсь, что все будет хорошо. Это «Настоящее время». Вновь передаем слово в Вашингтон. Новый состав Конгресса начал работу. И вот как уживаются президент-демократ и республиканское большинство. Наташа. Да, Сергей, конфликт между демократической президентской администрацией и новым республиканским конгрессом, о неизбежности которого предупреждали вашингтонские политологи, не заставил себя ждать. Новый состав Сената вслед за Палатой представителей решил вынести на голосование законопроект о нефтепроводе «Кейстоун». Законодатели делают это несмотря на предупреждение Белого дома о том, что Барак Обама намерен наложить на него вето.
Об истории вопроса в репортаже Александра Панова и Дмитрия Шахова. Индейцы и экологи пытаются остановить строительство. Нефтепровод, его называют еще проектом Транскенада, призван соединить запасы нефти в песчаниках канадской провинции Альберта с нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива. По трубам в эту зону должно доставляться по 700 тысяч баррелей нефти в сутки. То, что невозможно было представить себе в 19 веке, случилось в 21-м. Индейцы и ковбои объединились и в прошлом году прибыли в американскую столицу в Международный день земли. Индейские вожди вылили в Капитолийский пруд воду из своих рек, чтобы та вылечила Вашингтон и помогла политикам принять верное решение. Мы боремся против строительства уже 5 лет. Трубы собираются проводить через частные земли. Мы хотим защитить природу от вредных выбросов и загрязнений. Мы стоим плечом к плечу с нашими соседями-индейцами. В минувшую пятницу Палата представителей проголосовала за строительство нефтепровода. 266 за, 153 против. А в понедельник первое голосование прошло в новом составе Сената, где теперь у республиканцев большинство. 63 за, 32 против. Как ожидается, Сенат окончательно проголосует за строительство нефтепровода уже на этой неделе. Несмотря на предупреждение администрации Белого дома о том, что Барак Обама намерен воспользоваться правом вето. Сенат может преодолеть президентское вето, если соберет 2/3 голосов. Пока до цифры 67 не хватает еще 4 голосов сенаторов. 11 демократов уже проголосовали фактически против позиции президента. Мы ежедневно покупаем 755 тысяч баррелей нефти из Венесуэлы. Из Венесуэлы. Я не убежден, что ситуация с правами человека в этой стране, а также то, как власти угнетают свой народ, это то, что мы должны оправдывать. В то же время у нас есть шанс иметь дело с Канадой, с нашим лучшим торговым партнером. Верить в то, что цена на газ и нефть ниже, потому что ОПЕК сделал нам рождественский подарок, но это просто неправильно. Мы можем добывать и производить сами, но мы не сможем продолжать это делать, если не будет инфраструктуры. Экологи бьют тревогу. Добыча нефти из песка признана самой вредной с точки зрения выброса парниковых газов в атмосферу. Чтобы добыть 3 барреля нефти, требуется сжечь 1 баррель природного газа. При обычной температуре нефть, добытая из битуминозного песка, не течет по трубам. Проект стоимостью в $7 миллиардов защитники окружающей среды называют экологической атомной бомбой. Индейцы им верят. Президент Обама не говорит Кейстоуну «нет». Он предлагает дождаться результатов экспертизы, соответствует ли проект национальным интересам страны, которую проводит Государственный департамент. Сроки окончательного заключения несколько раз откладывались, и законодатели взяли инициативу в свои руки. 2 ветви власти в Вашингтоне вновь спорят. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Специально для настоящего времени. Президент Обама провел вчера первую встречу с лидерами нового Конгресса. Поздравив присутствующих с Новым годом, он пошутил, что, несмотря на разногласия, стороны хотя бы могут договориться о проведении матча плей-офф в американском футболе между студенческими командами. Спустя 4 года после выпуска Халима Аденаган вернулась в свою школу в Гринбелте, штат Мэриленд, чтобы работать с ученицами старших классов. Она организовала группу Имара Роуз, в которой девочки могут обсуждать самые разные проблемы, от личных до школьных. Я умею совмещать учебу и работу. Раз в неделю девочки из Имара Роуз обсуждают самые разные темы, от фитнеса и здорового образа жизни до социальных медиа и самоопределения. Тема сегодня «Интересно, почему?». Вы можете задать своему наставнику любые вопросы, на которые хотите получить ответы. Все испытывают подобные чувства. Девочки разделены на небольшие группы. Наставник каждой группы отвечает на их вопросы. Таким образом, им намного легче задавать интересующие их вопросы и получать нужную им информацию. В более многочисленных группах они бы постеснялись это делать. Халима Аденаган основала организацию Имара Роуз в 2012 году. Ее цель – помогать девочкам справляться с типичными проблемами тинейджеров. Им просто необходим человек, который бы сказал: «Я через это прошел, учись у меня, наблюдай за мной, потому что я не хочу, чтобы ты повторяла мои ошибки». Здесь я научилась уверенности в себе.
Джастин Дэвис была членом Имары Роуз, пока не окончила школу. Я поняла, что мне нравится, что я хочу этим заниматься. Это мне реально очень помогло. Эвери Милет, участница группы, считает, что это очень полезно – обмениваться мнениями со своими ровесниками. Я услышала много комментариев о том, как можно влиять на сверстников позитивно и негативно. Это была замечательная дискуссия, она помогла мне в самых разных ситуациях. Я сомневалась, смогу ли я достичь чего-либо в жизни. Для учащихся выпускных классов проводятся специальные занятия. Девочки получают индивидуальные консультации и советы для поступления в колледж. Как правильно написать резюме, как вести себя в колледже. Перепиши это еще раз и отправь мне. Студентка университета штата Мэриленд Тенси Габриэл стала ментором для того, чтобы помогать младшим девочкам. Если ты демонстрируешь интерес, рано или поздно девочки будут с тобой более откровенными. Доверие к наставникам позволяет им говорить на непростые темы. Например, об отношениях и сексе. По словам директора Реджины де Макнила, Имара Роуз оказывает положительное влияние на девочек. Эта программа расширяет их горизонты, дает им возможность общаться с теми, кто может стать образцом для подражания. Халима Адениган заканчивает учебу на юридическом факультете университета Вашингтона и Ли. Она надеется, что в самом скором времени в колледжах появятся другие организации, подобные Имаре Роуз. В автомобильной столице США, Детройте, штат Мичиган, проходит североамериканское международное автошоу, которое считается одним из самых престижных в мире. В этот раз на нем представлены более 40 новых моделей. Такое обилие новинок объясняется тем, что экономика США понемногу набирает обороты и вместе с благосостоянием начинают расти и запросы американских потребителей. Да, почему-то подумалось, что на таких моделях по грязи не проедешь. На этом мы заканчиваем программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите, читайте нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до встречи в эфире. До встречи. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.